Чиновник из уйгурского проекта по правам человека подчеркнул, что соглашение Байдена о сотрудничестве с Си Цзиньпином будет означать продажу уйгуров, на которых в настоящее время Китай оказывает серьезное давление. Как сообщает Daily Mail, Луиза Греева, менеджер отдела международной компании уйгурского проекта по правам человека, заявила журналистам по этому поводу, что соглашение Байдена с Си Цзиньпином не принесет никакой пользы Соединенным Штатам, но оно может причинить еще больше страданий этническим группам, которые подвергаются жестоким репрессиям со стороны Китая. В то время как план китайского режима по созданию Восточного Туркестана в качестве пилотной зоны свободной торговли вызвал сомнения у международного сообщества, было высказано предположение, что торговые центры могут быть предназначены для строительства второй версии лагерей в Восточном Туркестане. В начале ноября 2023 года Государственный совет Китая опубликовал генеральный план пилотной зоны свободной торговли, так называемого Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане, еще раз подтвердив, что систематическая практика геноцида в регионе продолжается. Контртеррористическая группа совершила налет на дом Ильяса Аблекима, который работал в Турции на законных основаниях с 2014 года и получил вид на жительство на неопределенный срок. Аблеким, который был доставлен в центр репатриации, подлежит экстрадиции в Китай. Уйгурским туркам, проживающим в Турции, грозит опасность экстрадиции в Китай. 10 ноября 2023 года в дом Ильяса Аблекима, уйгурского турка, получившего бессрочный вид на жительство в Стамбуле, населенном нелегальными мигрантами, был совершен налет. Молодой человек, который прочитал вслух стихотворение в поддержку Палестины в метро в Адане, получил реакцию из Восточного Туркестана от другого молодого человека. В Восточном Туркестане гибнут турки. Вы открыли рот, пусть наши солдаты идут и воюют там. Иди воевать, иди на войну, отсюда легко говорить. Иди в армию, трус, сказал он. Для достижения своей цели китаизации Восточного Туркестана китайский режим не только запрещает и уничтожает все, что принадлежит уйгурской культурной цивилизации, но и забирает ценные исторические реликвии Республики Восточного Туркестана, которые были созданы дважды, провозгласив свою независимость в 1933 и в 1944 годах. 13 ноября, согласно информации Зюмрата Давута Ханыма, свидетеля лагеря, основанного на китайских социальных сетях, китайское правительство объявило, что оно заберет исторические монеты и монеты, использовавшиеся в период восточно-туркестанских республик с помощью субподрядных компаний. Министерство обороны Австралии заявило, что ВМС Китая ранили водолазов в международных водах. Было объявлено, что инцидент произошел на этой неделе у берегов Японии, когда водолазы пытались спасти австралийский фрегат от рыболовных сетей, запутавшихся в его гребном винте. Израильская газета «Хаарец», ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что 7 октября израильский военный вертолет, участвовавший в нападении на Хамас, также якобы сбил мирных жителей на музыкальном фестивале.